На данный момент 10 пострадавшим, доставленных в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, оказывается необходимая медицинская помощь. Они находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Такое заявление сделал главврач больницы. 3 из них находятся в реанимационном отделении. Их состояние стабильное, но остается тяжелыми. А 7 человек, пострадавшие, они находятся по отделениям. У них состояние стабильное, готовим на операцию. С завтрашнего дня мы будем оперировать всех больных, всех пострадавших. Президент Сооронбай Джейнбеков пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Высказал слова благодарности медицинскому персоналу за принятие оперативных мер. Подчеркнул, что со стороны задействованных государственных органов будет оказываться все необходимое содействие. А также побеседовал с родными пострадавших, которым была передана материальная помощь от имени президента. По сообщению министра здравоохранения, в силу тяжелого состояния 3 раненых и невозможности их транспортировки было принято решение об их лечении в Лейликской территориальной больнице Баткенской области. Но они сейчас находятся в Лейликской территориальной больнице. Как у них состояние будет улучшиться и более транспортабельно, мы тоже их заберем в город Бишкек. Все медикаменты, все клинико-диагностические услуги, все возможные медицинские услуги будут оказаны нашими лечебными учреждениями за счет государства. К сожалению, один военнослужащий находится в коме. Вчера его прооперировали. Напомним, что в ходе перестрелки на участке госграницы в Баткенской области ранения различной степени получили 13 человек. Из них 10 человек перевезены на лечение в город Бишкек. Их состояние оценивается как стабильное. 5 пострадавшим сегодня также провели плановые операции. Мерим Кубанычбек Кызы, Эльчебек Штобаев. Новости Ошпери.